Добро пожаловать в Зебош. Как дела? Всем привет. Все отлично, спасибо большое. Футбола, кстати, нет. Этот проект стал для тебя мотивацией того, чтобы сделать еще больше, еще круче? Или как? Это совершенно два отдельных продукта, наверное. Я 10 минут тут сижу. Даже если душдойман аз Душанбе ин. Не Зебовесна? Зебо, ты у нас весна. Весна не может уходить без цветов, поэтому эти цветы тебе, цветы в студию. Я так люблю цветы. Это так приятно. Ну как я может так быть? люблю цветы. Спасибо, огромное спасибо. Ну как по-другому? От девчат никто не уходит без цветов, потому что мы цветник. Сегодня у нас в гостях очаровательная Зебо Абдулладжанова, которую многие знают под ником Зебо Весна. Это ведущий визажист нашей страны, у которой скоро стартует крутой проект, о котором мы сегодня поговорим. Но в целом, добро пожаловать в Зебош. Как дела? Всем привет. Все отлично, спасибо большое. У тебя последние дни такие насыщенные. Я выхожу из дома, иду по радио, обязательно слушаю Новое радио, и там звучит о том, что Новое радио является главным информационным партнером Эхио. И иду по улицам, по центру, вижу баннера Зебо о том, что Эхио. Захожу в сторис, везде Эхио. Зебо у нас тут в гостях, там в гостях. Зебо говорит, транслирует постоянно мероприятие, которое нас ждет. Как ты успеваешь это все? Если честно, есть маленький секрет. Есть маленький. Боже, обожаю такую интеграцию, такую ненавязчивую интеграцию того, что если наши слушатели, наверное, не знают, что сейчас сделала Зебо, она подняла энергетический напиток Flash Up, который является партнером. Зебо, ты вот... Я бы без него не вывезла бы просто. Серьезно? Меня энергетически просто не хватило бы. А сейчас как себя чувствуешь? Шикарно. Зебо у нас была в гостях шоу «1+1», где рассказывала о проекте с Ильгомом. Да. Вы его закрыли. Да. Этот проект стал для тебя мотивацией того, чтобы сделать еще больше, еще круче? Или как? Это совершенно два отдельных продукта, наверное, потому что Эхио у нас был задолго... То есть у меня как? Вот рождается идея, я могу там, вот все, я эту ночь не сплю, я утром или в эту же ночь я начинаю писать о том, что нам нужно это проделать. У меня есть мой менеджер Дильдора, та, которая, скажем так, вывозит. Да, мы знаем Дильдору, она нам часто писала. Вот. И получается, что вот мы только закрыли проект, я обещаю себе, что долгое время ничего такого не будет. Зебо, пожалуйста, хватит. Вот не надо. Остановись, Зебо. Да. Но в силу того, что я получаю такой вот фидбэк от посетителей, от зрителей, я опять по новой наполняюсь энергией, и каждый раз мне не хочется повторяться, и каждый раз хочется делать что-то новое, большее. Вот. Я хотела узнать, Зебош, а что означает само слово? Почему не я знаю, что означает само слово Эхио. Почему именно Эхио? Мы когда думали над проектом, сначала мы думали, что это какое-то должно быть современное слово или, может быть, английское слово. Сейчас это модно. Да. А потом пришли к тому, что, скорее всего, мы хотим, чтобы проект был масштабным, то есть, можно даже на международном уровне. Сейчас мы его в Таджикистане запустили, то есть это первый такой проект. А в дальнейшем мы хотим его продвигать и в последующих странах. Мы хотим масштабировать, да. И мы сидели и думали, а как его назвать? Вот, были несколько вариантов, одни из которых это Висол, Джамаль. Джамол, да. Мы думали, вот как мой двоюродный брат, привет тебе. Вот, потом я говорю, слушай, Диль, как-то мне не нравится, я не вижу это. Вот, давай мы еще подумаем. Мы начали думать. И я начала в словаре просто вот и так смотрела, и сяк смотрела, то есть там, где это все прекрасное, где возрождение, где там еще восхождение. Вот все смотрела и наткнулась на Эхио. Я такая, вот ёкнула.
отозвалось в сердце, я такая, это будет эгио на любом языке, в любой стране, и со смыслом там все хорошо, и со звучанием все хорошо. Единственное, правда, я боялась, что многие не смогут произнести, потому что, я думала, что будут говорить или эхе, как бы ё у нас нет, или эхио, потому что буквы г нет. И поэтому первый ролик, который был посвящен проекту эгио, я там прям вот первые секунды начинается с того, что я говорю эгио. Да, кстати, очень красивый ролик от Зебо. Спасибо. Я когда посмотрела, такая, я не знаю, что там, но мне так нравится, как Зебо загадочно. Да, она прям с свечами такая, эгио. Я такая, о боже, что же это? Якум бора ки ман вақте ки дидам, гуфтам ой Зебо бо чизе фикр кардааст, бо ягон лоиҳаи нав. Аввал ман фикр кардам ки ба мисли батле ки буд, ҳамон лоиҳа фикр кардам, мисли ҳамон мешавад, шояд муддати чанд рӯз ягон духтаронро мегиред, дигар мекунед, ва вақте ки ман фаҳмидам ки ҳамаги як рӯз мешавад, ва боз вақте ки гуфтед ки ҳама метавонанд иштирок кунанд, танҳо аз соҳаи зебогӣ балки ҳама, ман хеле ҳам ҳайрон шудам ва имрӯз дам ки ман ҳатман ҳамин саволро мепурсам ки чӣ гуна шумо метавонед ин ҳама рекламаҳое ки аллакай муддати як моҳ ҳама интизор ҳастанд, дар як рӯз чӣ мешавад онҷо, чӣ хел мешавад, яъне ҳама метавонанд иштирок кунанд. Да. Ну смотри, ты думала о том, что будет что-то наподобие битвы блогеров, Fashion Week. Ну я, знаете, что подумала? Я думала, это будет награждение. Знаете, так как это же было, наши визажисты же делали такой проект, где типа награждали. Я вот думала, что будет что-то наподобие этого. В целом, название, почему эгио, вся философия, окей, а что, концепция, вот что там будет? Эгио – это возрождение искусства в Таджикистане. Концепция, вы знаете, первое время мы вот знали, что примерно вот так вот будет, но начали ходить на встречи с партнерами, и все прям задавали вопрос, потому что они не из этой сферы, а иногда и встречи проводились с мужчинами, которые вообще не понимали, о чем этот проект и что такое вот бьюти-сфера. И мы настолько замудрили над концепцией, что он на сегодняшний день состоит из 3 тезисов. Первый тезис – это основное, скажем так, и для меня больное, это здоровая конкуренция в Таджикистане. Да, сюда же в первый тезис входит, помимо здоровой конкуренции, еще и поддержка молодых талантов в том числе, потому что здесь я как раз-таки хочу собрать, в эгио будет более 15 визажистов, и на одном уровне, то есть это не соревнование, ни в коем случае это не соревнование, это не конкурс, это будет впервые, скажем так, в СНГ или, наверное, я не знаю, мы просто не увидели подобный проект нигде, это будет дефиле арт-макияжа, то есть 15 профессиональных моделей будут показывать, демонстрировать на себе арт-макияж от 15 визажистов. Разных. Совершенно разных. В плане разных категорий, да, возраста и всего остального, опыта работы. Да. Это вот вообще не относится. Я могу даже прийти накрасить кого-то, например, Фариду. Доверишься мне? Мерем, Хубон. Я тебя накрашу. Хубон, кстати, нет. Я объясню почему. Потому что я хотела, чтобы там действительно будут разные категории визажисты, там в том числе будет и моя наставница, будет победительница шоу Beauty Battle, там будут начинающие визажисты, там будут художницы, и как раз-таки я бы хотела, то есть в силу того, что проект масштабный, я пообещала девочкам, что они будут красить на профессиональных моделях, которые пройдутся профессионально по подиуму. Значит, это такой уровень. Без опыта, значит, нельзя, да? Все, нас уже отсекли, как говорится. چند ساعت دوام میکنند از صبح تا شام یا که شاید شنوندگان ما خواهند اومدن و میخواهند بدونند که ساعت چند تا چند. Мероприятие имеет больше развлекательный характер, культурно-развлекательный. Ничему мы в этот день учить не будем, потому что вот после форумов, после всяких фестивалей, то есть в этом году, этот год был очень насыщен всеми этими фестивалями, форумами, что мы решили, что нет никаких спикеров, никаких обучений, ни мастер-классов. Да.
мероприятие нацелено на тех людей, которые хотят просто прийти и отдохнуть, и поглотиться вот в эту красоту, красоту и атмосферу, которую мы подготовим в этот день, потому что у нас тематика тоже специфична, то есть мы тематику подобрали специальную, вот, и как бы этот день он будет больше... простите, вопрос. Суп тошом, Нет. Где-то 1,5, максимум 2 часа. Ну, затем, конечно, само мероприятие где-то 1,5 часа продлится, а потом у нас будет автопати с диджеем. Там уже, если хотят, могут задержаться. Ну, действительно, что еще нужно? Показать работу, похвалить, чтобы каждый для себя выбрал, кому он будет ходить краситься. Я выбираю Зебо. Спасибо. Я хотела проговорить именно момент с конкуренцией. Мы ранее затрагивали эту тему, поэтому, когда Зебо сказала насчет конкуренции, здоровой конкуренции, я посмотрела на Фариду, потому что я считаю, что в этой сфере нет здоровой конкуренции. Объясню. Не потому, что я злая карга, это тоже может быть правдой, а именно потому, что эта сфера так быстро развивается. Очень много стало бьюти-визажистов, очень в целом, да, визажисты, они еще разделяются на категории. Я не знаю, не эксперт, даже не буду пытаться говорить, как наименования все перечислять, но в целом мне кажется, что нет, потому что, во-первых, я не вижу комьюнити визажистов, во-вторых, я не вижу ни ассоциации, помимо этого я не вижу дружбы, очень редко где-то показывается, но в целом я не вижу поддержки, поэтому вот, может быть, я не права. Ман фикр мекунам ки ман гуфтам ки ба фикри ман ки солҳои охир ҳамин як соли охир байни ҳамин визажистон як дӯстӣ пайдо шудааст ё як дигарфаҳмӣ пайдо шудааст ки ман вақте нигоҳ мекунам шогирдони шумо ки ҳастанд ва ба ғайри аз онҳо ман мебинам онҳо ба дигар автомат доранд. Вақте ки чаро ман ин гуна фикр мекунам, вақте ки ман макияж кардани будам дар тӯи тухубон, вақте ки занг задам, гуфт ман аллакай ҷон надорам, лекин метавонам ба ту дигар касро назди дигар кас равон кунам. Ман ҳайрон шудам. Но это же очень маленькое, это локально. Ман баъз ҳамонро гуфтам ки онҳое ки аллакай муддатҳои солҳои сол визажист ҳастанд, онҳо не маҳз онҳое ки худи ҳозир сар карда истодаанд. Ну давай тогда спросим Зебо. Зебо лучше знает. Но зная Зебо, она скажет: все хорошо. Не, Зебо фикри худатонро шумо дар байни онҳо ҳастен ва албатта аз мо карда зиёдтар медонед. Я скажу как есть. Вот этого всего вы не видели, потому что этого раньше не было. Я, если честно, до того, как стать визажистом, я тоже думала, что если это конкурент, то это обязательно враг. Нельзя ни в коем случае с ним не общаться, палки в колеса обязательно, то есть пакостить, говорить плохие вещи, чтобы к ним не ходили. Я раньше думала вот так вот тоже. Но потом, когда я попала на обучение, я увидела по отношению ко мне, скажем так, моя наставница совсем не была жадной на информацию, она мне всячески помогала и поддерживала меня еще и после того, как я закончила обучение. И вот вы сказали про комьюнити, как раз-таки вот эти все мероприятия, они создаются для того, чтобы визажисты чаще встречались на одной площадке и как раз-таки общались. На сегодняшний день, еще более того, у нас в студии на сегодняшний день 2 визажиста, я и Гульрез, моя коллега, то есть мы в одном салоне принимаем, то есть 2 визажиста принимаем своих девочек, и совершенно нормально, то есть ей вообще, то есть я не то что про себя, а про нее, ей вообще нет дела до моих девочек, мне нет дела до ее девочек, она работает, если что-то нужно, она меня спрашивает, если мне что-то нужно, я у нее тоже спрашиваю, и как бы вот нет этого чувства, что она сейчас там что-то подсмотрит или моего клиента уведет, нет, вот такого вот нет. Значит, простая причина того, что визажисты между собой не дружат, нет этой площадки, и ее именно такая площадка. Зебо, вот понятно. Опять же, насчет того, какие визажисты будут. 15 девочек, девочки, парни, может быть, которые будут имена, или мы не говорим об этом, или это будет сюрприз? Нет, почему прямо сейчас у вас здесь на радио я могу озвучить имена девочек. Правда, я всех 15 мало помню, потому что я не со всеми с ними часто разговариваю. Нормально. Но тем не менее, то есть я пока нигде никому об этом не говорила. Это будет Маниша Назарова, моя наставница, это будет Фарангиз, победительница шоу Beauty Bar, Фая, да. Это будет Гульрез, она была в составе Fashion Week. Это будет
Это также будет еще у нас сейчас, простите, Саудат у нас будет. У нас будет Ария, девочка, кстати, с 8-летним опытом. Она очень хорошо красит. Просто единственное, какое-то время она перестала всем этим заниматься, и сейчас ей нужно опять о себе заявить. Вот. У нас также будет Гульбагор, Джагон, кстати, у нас будет харизматичная Мадосик, Мадина девочка, вы наверняка ее тоже видели. У нас будет Сая, Ханифа, Фариза, Мадина, Камилова. Девочек очень много. Очень много. Мадошика, которую мы сейчас сказали, это разве не косметолог? Нет. Нет, или это другая, я ее путаю? Она недавно, совсем недавно, но ее ролики стабильно гуляют на просторах интернета. Все, я поняла, о ком мы говорим, все, я вспомнила. А самая гуфтагио ман я се чорка за что мешнёсам. Уже хорошо. Это уже хорошо, из 15. А потому что, действительно, я честно скажу, у нас очень много молодых, талантливых девочек. И у нас при этом есть мастодонты этой сферы, да, девочки, которые начинали года 5 назад, у которых сейчас свои студии, которые зарабатывают очень прилично, о чем мы Зебо тоже поговорим, потому что нам это очень интересно. И действительно показывать новые лица, которым можно доверять, это действительно круто. И ее действительно классная площадка, в которой, наверное, думаю, может стать именно создать определенное комьюнити с здоровой конкуренцией, чтобы девочки общались, девочки передавали информацию, дружили, и при этом это поможет нам выйти действительно на новый уровень и масштабировать этот крутой проект от Зебо. Мехостам аз Зебо як саволе пурсам ки шояд бале бисёриё фикр мекунанд ки шуморо ҳамчун як духтареке ки ҳамеша механдад хеле ҳам маҳин аст, вале ҳастанд ҳолатое ки як рӯз дар инстаграм даромадам, ман одат кардам ки Зебо ҳамеша механдад, хеле духтарак даромадам, як видео дидам ки ба фикрам дар Fashion Week буд. Як нигоҳ, як образи хело ҳам дигар. Чӣ мешавад ки як рӯз аз хоб мехезед, дар даруни шумо як Зебо аст, саҳар аз хоб мехезед, дигар Зебо аст. Чӣ гуна мешавад ки ҳар рӯз аз таби шумо потом львица. Чӣ гуна мешавад? Аз ҳамон мероприятия вобаста аст ё ки аз таби шумо? Нет, смотрите, на самом деле очень многие удивляются. Если честно, мне иногда хочется об этом в своем инстаграм говорить, что элементарно. Вчера у меня были гости, и, скажем так, у нас была встреча, и один из гостей был, скажем так, из России. Мой подписчик. Вот, он на протяжении уже 4 лет, время от времени переписываемся. Я для него запечатлилась милой девочкой, да, и с нами еще была тоже девочка-подписчица. Мы сидим, к нам в заведении в течение 10 минут никто не подошел. Я в какой-то момент просто попросила менеджера, и никаких грубых слов, ничего, я просто взглядом, своей интонацией, я говорю, я 10 минут здесь сижу, ко мне никто не подходит. В общем, я тут... Я 10 минут тут сижу. Так вот, я к чему это? К тому, что вот эти все проекты, которые я делаю, я в своей сфере 3 года. Мне кажется, что для своих 3 лет я очень высоко поднялась, достаточно высоко поднялась, потому что, за 3 года, это очень хорошие результаты, и меня удивляет тот факт, почему люди сами не думают о том, что если человек может быть изначально слишком добрым, слишком мягким, но он просто не пробьется, а для того, чтобы пробиться, это должен быть какой-то характер, стержень. Да. Я по отношению ко всем этим... Он подписчикони шумо хайрон мондан, давомаш она гуфтед вақте ки безеб нигоҳ. Но она же сказала, я взглядом. Смотри, у Зебош поменялся даже, что я взглядом, и в спокойной манере сказала ему, я 10 минут тут жду. Я думаю, это было ясно, что Зебо довольно-таки дерзкий человек. На самом деле есть образ, да, весны. И образ весны, не зря у нас Зебош это весна, и прикрепляется, но я думаю, что иногда Зебо и суровая зима. Поэтому, это всегда есть, тем более, что на самом деле не пробиться, не имея характер, быть мягкой. Зебо в целом очаровательная девушка, но при этом никто не отнимает, что у нее есть этот характер. Вопросы, да, то мы уже столько времени, у нас столько вопросов. Давай я не буду говорить, что действительно было очень много хвалы в твой адрес, Зебош.
все просто, я пишу, задайте вопрос на странице Новое радио, все начинают писать какая-то очаровательная. Тут было написано один из вопросов: Зебо, скажите, что у вас вдохновляет творить красоту? Откуда берете силы? Это написала kamola.tj. Откуда я нахожу силы? Ну, опять-таки же. Боже, столько интеграции на шоу, девчат. Я бы на самом деле без... Ну, смотрите, у меня очень много идей, и я стараюсь... все, что можно делегировать, я делегирую. А вот творить макияж, это вот мое внутреннее состояние, и я, скажем так, отрываюсь именно вот на макияже, потому что вот если внутри вот как-то вот, скажем так, плохо даже, то это какой-то супер-пупер яркий макияж получается. А если вот внутри как-то, ну, радостно, это получается что-то такое веселенькое, хорошенькое. Макияж — это у меня инструмент для самовыражения и для, скажем так, я успокаиваюсь так. Мне никакого труда не составляет творить именно красоту. Это тебя вдохновляет, твое настроение тебя вдохновляет, да. Люди. Да. Вот проект Эгио, о котором мы говорим, кто помогает тебе создавать этот крутой проект? Организаторами этого мероприятия является Fashion Group, основатель которого Тахир Ибрагимов. Он провел уже 10 сезонов недели моды в Таджикистане, таджикской недели моды. Вот, помогает мне мой менеджер Дильдора. Я бесконечно ей благодарна, признательна. Вот, но в целом нас 4. Алишер, Таир, Дильдора и я. Все. У тебя проект Эгио, о котором ты говоришь, да? Да. Вы идете к спонсорам. Мы ранее говорили о том, что действительно сложно презентовать сферу, в которой можно... Ну, большинство это женщины, это девушки, да, это связано с красотой, а для спонсоров это как-то непонятно, да? Но при этом Зебош у нас... Может быть, так... Я 10 минут тут сижу и жду ответа. Это было вот так? Или как ты завоевала всех этих спонсоров, которые тебя поддерживают? Да. Левица. Спасибо большое. Если прям совсем честно, то некоторые партнеры согласились только потому, что это я. Но имеется в виду, мы знаем Зебо, и нам знаком ее бренд. Но имеется в виду то, что она несет. Вот то, что несет в себе этот бренд, и нам он нравится, как бы мы поддержали. Некоторые были вот так. И по сей день даже у нас идет продажа билетов. Девочки, не зная, какая будет программа, что будет в Эгио, просто начали покупать билеты. Я вот то же самое. Когда Не, у нас, когда Зебо была в студии на шоу 1+1, наш звукорежиссер Бижан, я помню, он подходил такой: кто у нас в гостях? А я думала, что-то не так. У меня уже сразу же, да, я такая: что случилось, что-то не то сказали. Он такой: не-не-не. Я говорю: Ильхом и Зебо. И он такой: Ильхом, ладно, девушка прекрасная, у нее голос. Кстати, действительно похвалили. Они такие: нужно взять на рекламные ролики. У нас, я очень доверяю сильно именно профессионализму Бижана, и когда он хвалит какой-то голос, я вот одна из тех, которые... Спасибо. Да, я вот вообще никогда свой голос не воспринимала так, но когда ты сидишь с Бижаном, и он такой: сможете, давайте, прекрасный, и ты понимаешь, что этот человек знает свое дело, и когда он говорит: у тебя был прекрасный голос, нужно чтобы она что-нибудь вела с этим голосом, просыпаться, заспать. Все, я договорюсь. Спасибо большое. Ну, вы знаете, Фарида, были и те, которые нам отказывали. Ой, И не только. Нет, но я всех запомнила. Да. Я всегда так делаю. Когда мы идем и нам говорят то, что вот сейчас не можем, я такая: я сделаю, потом придете, я вас не возьму. Я такая же, да, опять девочки рулят. Я вот действительно, когда мне отказывают, я такая: я проведу. Я так проведу, вы ко мне еще придете. Да, так и есть. Поэтому для вас цена будет двойная. Так, давай коротко пройдемся по нескольким спонсорам, которые вас поддержали, которым ты действительно благодарна, потому что это первый крутой проект такой будет у нас, где ты создаешь площадку. Я не ожидала и не думала,
я очень признательна Колгейту. Это наш спонсор нашей генеральный. Мы не говорим спонсор, мы говорим партнер. Не только у нас такая фишка. Это Colgate. Это действительно спонсор моей улыбки. Кстати, вот там как раз-таки разговор так и начался. Я пришла на встречу, мы пришли на встречу, там сидит мужчина, он послушал, а потом говорит, а почему я должен поддерживать этот проект? Ну ладно, я почему должен поддержать этот проект? Я такая посмотрела, говорю, вы видите, какая у меня улыбка? Он говорит, красивая улыбка. Я говорю, Colgate. Вот видите, да, как нужно продавать, вот как поддерживает Зебо. Вот, я не ожидала, потому что в последний раз, я не помню, может быть, в 2017 году, по-моему, в 2017-2018 году они поддержали в последний раз, это был таланты Центральной Азии, если не вот этот проект. Больше ничего они не поддерживали. Кстати, да, я ни разу не видела, и действительно увидела у Зебош. Это классно, что такие международные... Да, очень сильно, потому что я тоже увидела, когда нам отправили такая Colgate. Там на радостях наш организатор Тахир Ибрагимов говорит, мы зал сделаем в красных и белых цветах. Я говорю, не смей. Радио ему. Это мы тоже, кстати. Давайте Colgate, новое радио, пусть ее сделают все в красных и белых, мы не против. Кто еще у нас крутой спонсор, который поддерживает новые проекты, которые действительно будут масштабироваться? Официальный партнер проекта Эгио – это Сиома. Также у нас энергетик нашего партнера – это Flash Up. Это Flash Up, но не зря он с утра здесь, да? Он такой энергичный сам пришел, кстати. У нас вот и флешка, то есть... Да. Вот. Также у нас будет кейтеринг от Персия. У нас будет целая автопати, в котором будет то есть организован кейтеринг нашими партнерами. Персия, наш главный информационный партнер, новое радио. Мы поддерживаем новое всегда за новое, потому что мы уверены, что это вот что еще может быть. Только лучше и лучше. Так и есть. Да. Зебош, у нас остается, к сожалению, очень мало времени. У нас прям, к сожалению, этот час прошел очень быстро, но у нас есть игра от Фариды. Let's go, Фарида. Ты сказала игра? Это игра, к которой нужно относиться серьезно. Ладно, шучу. Ҷавоби кӯтоҳ. Ман ба худноми Зебовиснаро гирифтам, чунки Баҳор ҳастам. визажисти дӯстдоштаи ман аз Душанбе ин Не Зебовисна? худато на Да, Зебо любит Зебо. фикр мекунам лоиҳаи эҳё ба яке аз лоиҳаҳои байналмилалӣ мубаддал мегардад, чунки Возрождение искусства красоты. Да. филм нигоҳ карданро дӯст медоред ё китоб хонданро? Китоб хонданро. охирин китобе ки хондед? Сила подсознания. Давлате ки дер боз мехоҳам ба он ҷо сафар кунам. Турция. Серьезно? Стамбул хочу почему-то. До сих пор? Хочу. Зебо ты была, по-моему, везде. Да, и там тоже была 3 раза, но хочу еще все, раз. Давай. Хочу. Фамо. Ба барномаи дивчат омадам, чунки девчат люблю. Вот так-то, дорогие наши слушатели. Зебо похвалила нас, Зебо сказала, что она любит себя. Я не против, я то же самое. Касе ки мехоҳад ки ба Зебо туҳфа кунад, ҷои дӯстдоштаи ман, ҷои туҳфа. Касе ки мехоҳад ба Зебо туҳфа кунад, метавонад дар рӯзи 16 сентябр дар Хаят Редженси ба ӯ путёвка ба Стамбул туҳфа кунад. Ну или как минимум купить билеты на мероприятие, которое пройдет 16 сентября. Кстати, Зебо, ты у нас весна не может уходить без цветов, поэтому эти цветы тебе, цветы в студию. Я так люблю цветы. овози ба фикрам ки шунавандагоне ки Қандилро нағз мебинанд. Да, у нас наш ведущий, наш программный директор Кандиль Тогиров, который каждое утро будет вас своим прекрасным голосом, подарил очаровательный Зебо букет цветов. Это так приятно. Ну как я может так люблю цветы. Спасибо огромное спасибо. Ну как по-другому? От девчат никто не уходит без цветов, потому что мы цветник. Все, время подходит к концу. Зебо, пару слов нашим слушателям и обязательно позови их 16-го на свое крутое мероприятие. Мое
Мое любимое, вечной весны вашему сердцу любимый. Жду вас 16 сентября в Hyatt Regency. Все, дорогие наши слушатели, это была Зебо Весна в гостях у девчат. Дорогие наши спасибо большое, наши слушатели, что 2 часа действительно были с нами. Ваше шоу «Девчат», которое будет с вами каждый четверг с 5 до 7. Мы с Фаридой всегда здесь. Наши гости будут меняться, но незаменимыми будем всегда мы. При этом, Фарида, есть пару слов сказать нашим слушателям, чтобы мы через неделю сказали? Дӯстони азиз, аз ҳама шумо хоҳиш мекунем ки мин баъд ба мо ирсол кунед номи меҳмоное ки мехоҳед дар барномаи мо бинед, чунки зиёд ба ман менависанд чаро инҳоро даъват мекунед, инро намекунед. Ба ҳамаи шумо мо як имконият медиҳем ки ё ба сайти New Radio ё ки ба директи ман, ба директи Хубон нависед ки шумо киҳоро мехоҳед аз сентябр дар барномаи мо бинед. Ҳамаи шуморо дӯст медорем. То панҷшанбеи дигар. Еще раз с нами была Зебо Весна, дорогие наши слушатели. Спасибо большое, что пришли. Эти аплодисменты для вас. А для наших слушателей, чтобы им не было грустно, специально для вас звучит Dumble Unleash. До утра. Новое